Это так меняется экология, дальше будет хуже. Таджики уже сейчас задыхаются. Подписывайтесь на обновления, и точно будете в курсе всего самого важного. За последние 30 лет количество песчаных и пыльных бурь во всем мире, в том числе в Таджикистане, увеличилось более чем в 10 раз. В Таджикистане гидрометеорологи зафиксировали, что буря и мгла сохранялись последние 4 месяца 2023 года. Практически через каждые 2,5 суток жители республики оказывались в плену пыльной погоды. В Самарканде на сессии Комитета по рассмотрению реализации Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием обсудили проблемы песчано-пыльных бурь. По оценкам экспертов, ежегодно в атмосферу попадает около 2 миллиардов тонн песка и пыли, что по массе примерно соответствует 350 пирамидам Хеопса в Египте. Примерно 25% подобных бурь в мире так или иначе связаны с человеческой деятельностью. Песчаные и пылевые бури становятся все более частыми и сильными, оказывая существенное трансграничное воздействие и затрагивая различные аспекты окружающей среды, климата, здоровья, сельского хозяйства, средств к существованию и социально-экономического благополучия людей. В местах происхождения они наносят вред посевам, поражают домашний скот и разрушают верхний слой почвы. В зонах осаждения атмосферная пыль, особенно в сочетании с местным промышленным загрязнением, может вызвать или усугубить проблемы со здоровьем человека, такие как респираторные заболевания, отметил Фирас Зиадат. О том, что вид несущихся темных туч песка и пыли, поглощающих все на своем пути и превращающих день в ночь, одно из самых внушающих страх зрелищ в природе. Исполнительный секретарь Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагим Тиау. Это опасное явление, которое приводит к хаосу повсюду, от Северной и Центральной Азии до Африки, южнее Сахары, сказал он. Песчаные и пыльные бури представляют собой серьезную проблему для достижения устойчивого развития. Однако они как усугубляются в результате деятельности человека, так и могут быть уменьшены благодаря его действиям. Представитель Узбекского центра гидрометеорологии Бахридин Нишонов сообщил, что согласно исследованиям Центральная Азия и Китай занимают второе место в глобальном масштабе после пустыни Сахара по выбросу пыли в атмосферу, порядка 20% от общего количества. В Таджикистан песчаные бури вторгаются из Афганистана и пустыни Аралькум. Пыльные бури со дна высохшего Арала стали доходить до верховья реки Заравшан, чего раньше не замечалось. По данным Комитета по охране окружающей среды Таджикистана, в начале 90-х годов прошлого века в течение года происходило 2-3 песчаных и пыльных бурь с обязательным выпадением дождя, а в последние годы регистрируется более 35 песчаных и пыльных бурь ежегодно и без выпадения осадков. Национальным агентством по гидрометеорологии Таджикистана за последние 4 месяца текущего года в республике зафиксировано 49 дней, когда была пыльная буря или сохранялась мгла. В Таджикистане почти нет крупных источников пыльных бурь, но они вторгаются из других стран. Поэтому Таджикистан считает полезным координацию и обмен опытом в системе управления и предупреждения со странами региона. По словам экспертов, для борьбы с пылевыми бурями необходимо заниматься восстановлением растительного покрова и улучшать управление земельными и водными ресурсами в уязвимых для песчаных штормов регионах. В Таджикистане значительное внимание уделяется вопросам озеленения, расширения площади посевов, что способствует оздоровлению окружающей среды. В этих целях Таджикистан увеличил общую площадь особо охраняемых земельных территорий до 22% от общей площади страны для устойчивого сохранения экосистемы. А вы уже ощутили на себе эти изменения, эту пыль? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.